Уважаемые зрители, дорогие слушатели, в прямом эфире передача «Якутск сегодня», и у микрофона Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и координатор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». Сегодня у нас тема очень полезная и нужная, на мой взгляд, особенные родители и особенные дети. С удовольствием представляю гостей в студии: Люция Спиридонова, аэродизайнер, Анисия Яковлева, руководитель НКО «Солнышки Якутии» и остеопат, и Аиза Сидорова, реабилитолог, врач ЛФК. Девушки, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, тема «Особенные мамы». Вы для меня действительно особенные женщины. Я восхищаюсь вашим мужеством. Для меня это просто подвиг. Предлагаю вам начать, кратко, пожалуйста, расскажите о себе, о своей семье, о вашем особенном ребенке тоже. Так, всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Люция Спиридонова. У меня есть сын Алгыс, у него диагноз расстройство аутистического спектра, аутизм, да. Учится в школе в первом классе 35-й школы в ресурсном классе. Коротко так. Да, спасибо. Анисия. Ага, да. Меня зовут Анисия Яковлева. У меня дочь Верочка, ей 15 лет, она с синдромом Дауна. Да, моя дочь, она с синдромом Дауна, и я сама по профессии врач, очень тесно работала в родильном, в перинатальном центре именно с детьми, которые рождаются с патологиями, недоношенными, да, поэтому, эта тема особенных матерей, она именно и в профессии у меня, и, получается, и в личной жизни, в семье тоже я с этим живу. Угу. Здравствуйте, меня зовут Аиза Сидорова. Я врач по первой специальности педиатр, но у меня родился сын с детским церебральным параличом, и я постепенно переучилась на врача по лечебной физкультуре. Сейчас я врач-реабилитолог в детском стационаре реабилитационном. Вы знаете, в рамках нашего проекта «Обнимаю сердцем», да, мы планировали проводить родительский клуб. Для того, чтобы мамочки и отцы, да, могли бы встречаться в атмосфере принятия, обсуждать общие вопросы по тематике, да, поддерживать друг друга, проявлять эмпатию и говорить, потому что, насколько я понимаю, да, это вопрос, когда человек закрывается и самоизолируется в своей проблеме. Да? И я думаю, что вначале, у всех мам, кто попадает в такую ситуацию, это очень большое отрицание, гнев. Как это у меня дородился такой ребенок? Да? Как вы узнали о диагнозе и какие чувства вы испытывали? Диагноз нам поставили именно аутизм только 8 лет. А раньше у нас РОП-ЦНС, ЗПРР, да. И, задержку где-то в 2 года врач нам уже сказала, что у нас задержка сильная, от нормы сильно отстаем. И уже с 2 лет уже начались наши обследования, реабилитационные центры, по врачам ходили. Первое, конечно, это, да, шок. Реально шок и отторжение, скорее всего, это отрицание. Не может быть такого, чтобы у меня ребенок с таким диагнозом. Это какие люди, я вообще представления не имела по аутистах. Только фильмы смотрела, но потом уже начала в интернете посмотреть, что такое аутизм, кто они такие. И это все равно меня сильно не успокаивало, наоборот. Наоборот, там информация есть различная, есть вообще не очень хорошие, неправдивые, устаревшие уже. Диагноз сейчас уже очень хорошо не лечится, это не болезнь, да, это синдром. Есть очень хорошие методики, есть хорошие, появляются уже центры, специально работают с такими людьми, с детьми, и есть очень хорошая перспектива, в общем, в будущем.
Да, я сегодня пригласила, почему именно этих прекрасных девушек? Потому что у меня есть все-таки надежда, что родительский клуб в Якутске честный, имеется в виду вот искренний, да, душевный, может состояться. И давайте будем считать, что у нас сегодня первое заседание клуба родительского, родителей с особенными детьми. И да, пожалуйста, представим себя в такой роли. Да, действительно, конечно, ну, в нашем случае, да, когда рождается ребенок, ну, с таким синдромом Дауна, это чаще всего бывает именно не постепенно, вот как бывает, допустим, с другими нозологиями, да, а прямо вот тут, прямо на столе на родильном можно прямо воочию прямо узнать. Я как сама врач, когда дочку рожала, сразу увидела, какая она знали, родилась. да? И да, до этого рождения. нет, не знала, УЗИ да, не конечно. У меня замечательная беременность была, и никаких предпосылок не было. Конечно, это было у меня такое, как будто вот небо упало. Да. Как будто небо упало, все потемнело. И, естественно, вот все вот эти стадии отрицания, гнева, все это проходило. И каждая мама, конечно, это проходит по-своему. Вот по-своему проходит, и длительность прохождения вот этого принятия, отрицания бывает, конечно, очень индивидуально. Вот. И, конечно, практически, ну, больше года, наверное, я была в депрессии. Ни с кем не хотела общаться, очень закрытая была. Вот. Ну, такое состояние было. Сейчас, конечно, это совсем вспоминаю по-другому. Потому что, действительно, как Анна сказала, столько работы проделано, вот, сколько вот именно со своим внутренним состоянием, да, изменено, поэтому... Со своим я. Ой, девушки, я вас слушаю, у меня прямо это как-то нехорошо становится, даже просто даже от слов. И правда такова, что многие застревают в точке боли. Да, в точке тревоги вот этой, и проваливаются либо в гиперопеку. Да, либо закрытие. Либо действительно вот просто взять и закрыться, да, в самоизоляцию, вот со своей семьей уйти. И все. Вот. И есть вторая история, когда вот сидят красивые женщины, да, цельные, улыбчивые, спокойные, и вот это вот чувствуется, что вы спокойны, у вас хорошо, да, и что это жизнь. Вот. А то, как проживать вот этот долгий период от точки, ну, вот этого эмоционального шока до точки душевного спокойствия, об этом, по-моему, вообще не говорят. Ну, по крайней мере, я не знаю, мне кажется, особо не говорят. Об этом каждая мама, каждая женщина, которая вот родила особенного ребенка, он проживает уже по-своему. И моему сыну уже 17 лет, и когда вот нам поставили диагноз детский церебральный паралич, но уже после года. До года же обычно не ставят, они ставят там ЗПР, задержка моторного развития и так далее. И после года уже, когда уже говорят, что у вас, да, детский церебральный паралич, у вас вот атоническая форма, еще с нарушением интеллекта будет, это было очень резко со стороны докторов. Я этого сама не ожидала. Я вообще, вот я как врач, я думала, у меня будет супер здоровый ребенок и физически, и умственно, и к таким детям, к таким диагнозам я вообще не была готова. Когда в институте училась, у нас по неврологии, конечно, вот эти дети проходили, мы в ПНО практику проходили, я смотрела детей с ДЦП. Я как-то думала, какие страшные дети, они вообще, ну как бы это не про меня. Я еле-еле вот этот цикл прошла, и все. И потом, когда говорят тебе, что вот это вот твой ребенок, и с ним надо... Я даже не знала, что делать вообще. Целый год я была в ступоре, мы ездили, лечились только в ПНО 2-3 раза. Вот как говорили поступать, и мы поступали. Там лечились, ЛФК, физиомассаж проходили. Остальное время я вообще в ступоре дома сидела. Ну, на автомате, да? Я ничего не делала, я не знала, что с ним вообще делать. Он голову не держит. Это было очень сложно. Очень сложно, и когда я очень долго не принимала. Амадаганы. И много, наверное, обвинений,
Мгм. Почему это со мной случилось? Да. Почему именно я? Да, Да. вопросов очень. Почему? Из-за чего? Я вот копалась себе, что вот спровоцировало, или беременность, или еще что-то. Я очень до 10, по-моему, лет я искала вот эти причины. Либо я виновата, либо муж виноват, либо кто виноват, Да. да? Наверное, очень хочется вот найти кого-то виноватого, Виноватого. чтобы можно было весь гнев вот туда, да? Потому что, ну, как это? И насколько я вот смотрела, да, материалы, ни аутистам, ни ребенком Дауном, ну, никто вообще не застрахован, да? Либо лишняя хромосома, да, у с синдромом Дауна, либо вот какие-то патологии, и вообще никто не застрахован. Да. Никто не гарантирован, да, что у него такой ребенок не родится. Страшная идея. Ага. Ну вот, но тем не менее, вот прошло какое-то время, и, ну, об этом чуть позже поговорим, да, по стадиям. Сейчас-то вы благодарны своим детям? Чему-то научились? Да. Какое у вас сейчас состояние? Да. Меня сын очень сильно изменил. Я была вообще другой. Я тоже, если бы не мой сын, да, я бы не замечала бы людей с ОВЗ, например, да, я бы как-то избегала бы вот эту тему, да. Сейчас, с появлением сына я уже начинаю их замечать, что они есть, они нуждаются в нашей помощи. Вот инклюзия – это очень важно для здорового общества. Инклюзия – это вообще один из важных, то есть, да, элементов общества здорового. Да, здорового общества. И поэтому, да, изменил сын меня, конечно. Я ему очень благодарна, я его очень сильно люблю. Я сейчас стала более сильной, скажем так, да. Я мало чего боюсь уже. Так, вот так. Ага, спасибо. Анисия, у вас как самоощущение? Конечно, вот как мы говорим, конечно, очень много зависит от маминого внутреннего состояния. Насколько мама сама вот начнет двигаться. Если каждая мама будет вот сидеть в депрессивном состоянии, более будет закрытая, конечно, каждый ребенок связан с мамой внутренне, как часть мамы, как часть маминого организма. Поэтому и ребенок будет, если мама будет стараться не говорить там, не общаться там, социализироваться, то, конечно, ребенок тоже будет молчать. Вот. Но у меня как-то вот произошло потихоньку, само собой. Дочка, конечно, постоянно, периодически я сама у себя спрашиваю, если бы Верочка у меня родилась бы, если бы второй был бы шанс. Да, мы продолжим нашу беседу. Тема наши особенные мамы, особенные родители и особенные дети после короткой рекламы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. У нас сегодня глубокая тема о душе. Друзья, мы продолжаем говорить об особенных родителях и особенных детях. Кому эта тема близка, прошу вас, звоните 32 00 66 и на второй номер 32 11 66. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов, комментариев, пожеланий. Итак, вот, Анисия, вы начали говорить по поводу Верочки, солнечной своей, красивой, умненькой доченьки. Вначале я периодически вот хотела продолжить, сама у себя спрашивала, если бы был второй шанс, какой бы ты хотела ее видеть? И я раньше очень хорошо думала, вот, если бы она была бы нормотипичная, какая она была бы талантливая, она была бы супер красавица, вот так думала. Вот, я бы поменяла бы, вот какое-то такое было, мнение, мысль такая была. Идеал, да. Хотела ее поменять. А сейчас совершенно нет. Если бы вот второй раз, допустим, вторая жизнь была бы, да, я бы, не сомневаясь, тоже вот, чтобы у меня была такая же Верочка. На самом деле она меня изменила. Она меня как-то вот так вытащила, что ли, потому что она, ребенок как ребенок. Она изначально вот всех любит, всех людей любит, без всяких прикрас. У нее вот такое состояние, и видя ее вот это состояние, невозможно как-то быть такой депрессивной, невозможно закрыться, сидеть. И хотела бы посоветовать мамам, чтобы они
наблюдали за своими детьми. Вот. Первое, дети всегда как-то вот своими реакциями, своими поведением они подсказывают, чего хотят, как быть мамам. Вот. И второе, конечно, и с маленькими шагами социализироваться, маленькими шагами. Просто там с родственниками пообщались, сходили там в кино, потом пошли там куда-нибудь в парк. И потихоньку у вас круг вообще будет расширяться. Сейчас моя Верочка вообще, она призер российских игр, она занимается теннисом. Вот. Очень активная, не сидится дома ей совсем. Молодец. Очень любит путешествовать. Обожает. Я сама вот встречалась, ну, зрителям, слушателям рассказываю, сама встречалась с дочей, с дочей Аниси, с сыном Люси, и хочу сказать вам и вашим детям большое спасибо в том, что у меня поменялось мнение. Я была, мне кажется, как один из типичных представителей социума и общества, да, я боюсь таких детей, я не знаю, как с ними общаться, я где-то хочу убежать, да, мне неприятно. Я не хочу, чтобы рядом со мной была такая история. Но когда я увидела Верочку с ее этой проходкой, да, авторская, Классно. у нее уже уникальная проходка в модельном бизнесе, скажем, да, как она выстрелила классно на нашем инклюзивном концерте, который прошел 8 декабря. И я с сыном приходила в ресторане, мы с тобой Да. встретились, и я вижу абсолютно нормального ребенка. Нормального имеется в виду уникального, да, другого. Ну и что от этого, да? Вообще проблема инаковости в социуме и в группе людей, она всегда есть, да? есть. И это же наша проблема, Да, проблема да. общества, что мы закрываемся Да. и не хотим И с сами, такими да. людьми как-то взаимодействовать. На самом деле, вот Люция права, что именно инклюзия помогает не только вот, как бы мы говорим, мы еще не знаем, кто нормальнее. Да. Вот. Инклюзия помогает здоровым, якобы вот Детям. кто считает себя нормотипичным людям, их сознание и их вот разум расширяет. Это же взрослые, они разделяют там Да. нормально, ненормально. А дети же, они воспринимают очень хорошо. Если с 1 класса, с садика они видят таких детей, они учатся за ними ухаживать, с ними дружить, общаться. И очень хорошо же у них Так и всё есть. происходит. Я вот что для себя увидела, да, особенно, мне кажется, вот детишки, которые были на колясках, да, передвигаются, и с легкой степенью ДЦП. У меня такое ощущение было, что эти дети разговаривают глазами, и они совсем... И то, что я не понимаю, это вообще-то моя проблема. Да? Это же Да, моя да, проблема. да, да. А раньше бы я сказала, о, джа, бля, слабоумный реддех. На самом-то деле, откуда же я могу знать, такая экспертная вся? Ну Да. нет же. Это просто мой страх во мне говорит о том, что ну что-то как-то это, да? А Верочка какая красавица. Вот когда она улыбается, рядом вообще все озаряется. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Мне вот эта тема очень интересна. Вот молодцы, что вот в последнее время, да, очень много таких передач. Хотелось бы спросить, у вас есть проект «Мама-мотиваторы»? Вот, Именно что сегодня... касается вот этой темы. Да, сегодня как раз, наверное, первое заседание родительского клуба «Мамы-мотиваторы». Ну, вот я вначале говорила о том, что мы такое направление планировали, но, к сожалению, на наши семинары приходили по 2-3 человека. И поэтому мы решили поменять формат, и вот вышли сегодня в телевизионном эфире, за что большое спасибо. И есть мечта, чтобы, да, мы могли бы вместе сплотиться. Вы можете, пожалуйста, оставить свой номер телефона? Ну, вы сейчас оставите свой номер телефона за эфиром, да, и мы Да. потом с вами свяжемся обязательно. Спасибо, что позвонили. Да, очень такой точку звонок, да? Такого проекта же у нас пока нет. Пока нет. Да. Нет, Ну, ну, чтобы в Ворде- всех. Ну, Они по отдельности же все какие. Если бывает, вот, допустим, благотворительный фонд Харасхат проводит уроки доброты. Да. Да, пожалуйста, извините. Алло. Да. Я хочу сказать, да, что у нас при университете есть Центр инклюзивного образования СВФО. Да. И мы помогаем при поступлении, и когда студент поступает именно с инвалидностью, именно идет методическая, психологическая
сопровождения таких студентов. Ну, чтобы знали другие мамы. Потому что очень многие не информированы об этом. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, и спасибо за вашу информацию. Да, продолжаем. Мы же не знаем, правда, вот какие у нас есть. Эти уроки доброты, которые проводят тренерами уроков доброты благотворительный фонд Харасхал, и весной иногда мы вот с Верочкой проводим как раз 21 марта Международный день людей с синдромом Дауна. И в разных школах у нас такая практика была. Я вот с подругами Верочки, там с Машенькой, с Валерией идем в разные школы. И вначале, конечно, ну, например, один случай расскажу. В одной школе, когда мы пришли, там все мальчики были, ученики, и я говорю, ну, с презентацией, с детьми. Мы сегодня будем разговаривать про синдром Дауна. Что вы знаете про синдром Дауна? А, да вы Даун, ты же Даун. Вот такие еще жесты показывают мальчики друг другу. Вот, это ты такой, ты такой. Оказывается, вот, они, ну, друг друга, оказывается, обзывают. Потом мы подготовили, что на самом деле, ребята, говорю, Даун – это имя профессора, который открыл, что у таких людей есть такая специальная хромосома. Если вы говорите, что вот, например, Демьян Даун, значит, вот Демьяна вы обзываете именем профессора, говорю. И они прямо все просели, как-то вот так. У детей моментально, когда мы вот стали разговаривать, им говорить информацию про таких детей, они сразу поменялись. И в следующий раз, когда мы встречались, они совсем по-другому реагировали. И они были вообще очень благодарны тому, что мы пришли вот именно в их класс с таким уроком. Вот слава Богу, что у нас, вот, наверное, общество имеет шансы, да? То общество, у которого есть такие дети, которые быстро умеют душу открыть и принять другого, да, наверное, имеет шансы на выживание и на благополучие. И сейчас мы посмотрим отрывок вот этой фирменной проходки Верочки. Давайте, пожалуйста, включите. Сделала совсем не так. Репетировали же совсем по-другому. Она вышла, сделала по-своему. Она всегда вот как-то вот меня учит все время. У нее совсем другой взгляд на мир. Вот у этих детей. Вот этот фэшн-показ назывался «Айлга Олара. Дети природы». Вы знаете, в показе принимают участие дети из домашнего обучения, не слышащие абсолютно вот, парни, да? Девочки на колясках. Какие они красивые были. Да. Какая разница вообще это? Что, кто придумал эти шаблоны? Что все мы должны быть там, сколько? 60, сколько там? 90, 60, 90, да, так что ли, да? Нет, очень красивые дети. Очень красивые дети. И потом, вау, да Верочка как Балансиага, как модели Балансиаги ходят. Сейчас новый тренд же это. И наоборот, то, что она делает не так, как ее учили. Вот. Мы же наоборот, мы же в такой проблеме живем. Сказать правильно, не забыть слова, да? Нету свободы у нас, какой-то внутренней свободы нету. Мы в рамках. Да. Сами себя вгоняем в рамки, а наши дети, они как-то вот без рамок внутренних. Вот. Все говорят, здесь и сейчас, надо же здесь и сейчас, замечайте мир, да? А вот как раз эти дети живут здесь и сейчас. Если радуются, то рядом всем хорошо. Если плохо, они тоже совсем не стесняются, да? Да, сразу плохо. Люсия, вот когда ты сына увидела, у меня тоже было открытие. Мне почему-то думала, что аутисты — это вообще какие-то хрустальные люди, к ним нельзя даже подойти. Вот эти стереотипы, что аутисты, там, даун, да, все какие-то, все это неправильная информация вообще издавна идет. Сейчас должны вот всякие вот передачи уже снимаются про, да, людям открывают глаза, какие они люди. Они тоже люди, они просто не такие, как все. Они уникальные люди, у них свое видение на мир. И вот
Поэтому все-таки в последнее время я вижу хорошие перспективы в этом плане. Уже идет как бы не популяризация, да, а освещение в массы. Вот сидим мы, например, сегодня, да, это уже хорошо. Раньше такого, наверное, не было, никто не приходили родители, может ошибаюсь, но сейчас уже нормально. Вот я с сыном, например, да, социализацию я ему вела вообще давно. Мы с 4 или с 5 лет постоянно куда-то ездим. Я с ним каждый год пытаемся на море, там, на самолете, на машине ездить, чтобы он научился, как себя вести в обществе, при людях, да. И какие-то приличия все-таки должны же быть. Поэтому... И гениальными аутистами, между прочим, являются Альберт Эйнштейн. Да. Вот это стереотип про то, что аутисты обязательно какие-то уникальные люди. Это не всегда. Да, об уникальности особенных людей мы продолжим говорить после рекламы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Друзья, в прямом эфире передачи «Якутск сегодня». И мы сегодня говорим об особенных детях, особенных родителей и об особенностях жизни таких людей. Люция Спиридонова, да, вы начали говорить о социализации своего ребенка. Еще какие вы используете инструменты для того, чтобы развивать его? Да, социализация, это, наверное, в нашем случае это самая главная даже цель наша, да, чтобы ребенок в будущем мог жить самостоятельно, да, социальные бытовые навыки, и вот это самое главное, а не там интеллектуальное развитие, может быть, да, в нашем случае. У всех по-разному, у каждого ребенка с таким диагнозом разные формы, не заболевания, а расстройства, да. Социализация – это самое важное, мне кажется. Мы как-то мыслим какими-то категориями идеалов. Нормальный, здоровый, умный, да. А Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Билл Гейтс, им ставили диагноз аутизма же. Да, это... Многие те, кто работает в IT-сфере, и я где-то видела, что в армии Израиля, по-моему, да, есть какое-то такое отделение, что ли, потому что в чем-то хорош, в чем-то не очень, скажем, да. И мы все такие. Да, все люди такие. Аутизм бывает разной степени, в легкой форме, да, там синдром Аспергера, может у этих людей будет. Да, конечно, зависит от это тоже степени. форма аутизма получается, и есть и тяжелые бывают случаи. Не все аутисты гениями становятся. Да, я не хочу сказать, что это прямо такая лунная дорожка, да, усыпанная, и все хорошо, легко, такие дети уникальные, и они особенные, а в чем проблема-то как будто? На самом-то деле, конечно, это и заболевания, и синдромы, это очень сложно в бытовом плане, да? Да. Вот это обучение к социальным навыкам, бытовым навыкам, это требует много времени. На это уходит, конечно, много сил и времени, но все равно не надо сдаваться, надо идти вперед, верить в себя, верить в сына. И не думать, что мы, мамочки, такие слабые, я не смогу, я не справлюсь. Такого не должно быть. На это время лучше не тратить, лучше уже начать действовать. Мамы, они такие, что разные цели, эти даже недосягаемые можно добиться, если мотивация сильная получается, да, если ребенок тем более такой, требует постоянной поддержки, тогда мама уже сильно замотивирована. Может так или так? Да, сейчас в рамках эфира, закрывая тему про аутистов, я вспомнила про свой один из самых любимых фильмов «Человек дождя». Вы, наверное, все его знаете. Да? Джастин Хоффман и Том Круз. Том Круз. Да, Том Круз. На самом-то деле у героя Джастина Хоффмана есть реальный же прототип. Да. Ким Пик. Да. Человек, который мог запомнить 12 тысяч книг, он их цитировал буквально, но который был абсолютно незрелый в эмоциональном плане. Да? Рождение ребенка с синдромом Дауна. Это лишний хромосом, насколько я понимаю. Да? И я увидела, что много очень талантливых людей
да? Да. С синдромом Дауна. Ну и у нас есть тоже... Да, у нас же расскажите, есть целая пожалуйста. организация, некоммерческая организация «Солнышки Якутии». И у нас состоит около 100 родителей с детьми. И среди наших детей тоже очень много талантливых детей, взрослых и малышей есть. Да? Но, конечно, не скажу, что многие, но часть, конечно, родителей наших еще вот на стадии принятия. На стадии принятия. Вот. Поэтому некоторые вот те талантливые наши еще детишки, они еще пока Не не раскрыты. вылупились, можно сказать. Да, они вылупились. Вот. Вот нам просили, после того, как инклюзивный концерт прошел, нас просили еще организовать такой, да, и чтобы с трансляцией онлайн по республике. Потому что многие, оказывается, и мамы, и люди с инвалидностью, да, сидели, и столько отзывов мы получили, со слезами на глазах, прям восторг, восхищение. Это такая душевная же история, да, это вот история, которая обнажает, открывает сердца. По поводу... Кстати, когда я узнала, что у Сталлоне, Сталлоне есть легкий синдром Дауна, который, ДЦП. Да, ДЦП, который он сделал своей фишкой. Вот это вот как будто бы ухмылка, грустные глаза, да, типа любимец. У него тоже, оказывается, вот нарушение мозга, в легкой степени, конечно, в степени, да, как бы есть. ДЦП тоже очень разные. И по форме, и по тяжести. Но главное, надо принять, ребенка, вот какой он у тебя родился, вот он родился, и не терять времени. При ДЦП это время работает против нас, потому что надо максимально ребенка восстановить, поставить на ноги. А что значит не терять время? Потому что ДЦП это такое заболевание. Если ребенка до 2-3 лет мы с ним ничего заниматься, ничего делать не будем, вот какие они были, такие они остаются в основном. И атоническая форма, она отличается только чуть-чуть могут позже пойти, до 5, после 5-6 лет они могут тоже пойти. А Иза, вы об этом упомянули, потому что это частая проблема, да, у родителей, что не принимают долгое время. Они сидят и не знают, что делать, и теряется драгоценное время. Это вот я по себе. Пока мы опомнились, пока мы начали что-то делать, прошло уже несколько лет. Пока я не поняла, что с такими детьми именно ДЦП надо ежедневно заниматься уже на дому. Это не только вот в реабилитационных центрах и стационарах, это ежедневный труд должен быть на дому. Каждый день гимнастика, каждый день зарядка, массаж, умственное, физическое развитие должно быть по программе, по семейной программе. Вот Анисия же сказала о 5 стадиях, да, принятия. Да? Вот какие у вас были такие точки, которые, может быть, вы сейчас вспомните, что вы понимаете, что надо что-то по-другому делать, скажем. Может, сформулировала не совсем правильно, но... Гнев, это, по-моему, тоже очень... это такая энергия. Это, было, например, этот гнев чувствует и ребенок, страдает вся семья. Туда глубоко не надо, думаю, вот это зацикливаться. Лучше перейти сразу на... даже на действие. Я неправильно что-то на действие говорю. Надо переходить, потому что вот если время потратить на выяснение отношений, кто виноват, искать виноватых, там судиться, еще что-то делать, это очень много сил и энергии. А все это надо с первых дней, как узнали, надо вот такая ситуация, что делать, как быть, найти информацию и уже начать действовать. И поддержка, да? Да. Мне кажется, наоборот, вот, может быть, в силу наших каких-то традиций мы не хотим выносить ссоры из избы. Поддержка друг друга. Именно когда мама сама по себе открытая. То есть маме тоже нужно немножко там какая-то личная жизнь должна быть. То есть она может с подружками встречаться, куда-то сходить, для себя что-то сделать, да? Вот это как-то немножко должно быть в балансе. Вот, то есть сейчас, слава богу, есть для мамочек очень много разных курсов, там марафон, там сила рода, найти себя, там какие-то вот раскрыть там душу. Каждая
находит свое. Да. И через какие-то вот... Я тоже миллион таких разных курсов проходила параллельно с дочкой, не паникуя. Вначале, конечно, у нас было такое, что я почему-то была уверена, что мой ребенок должен ходить в обычный садик. И когда мы начали этот путь, сразу в начале несколько садов. Нет, мы таких детей не берем. Это она все делает сама. Она себя обслуживает, еще может других тоже помогать. Обслужить, да. Помочь. Поэтому вот так закрывались. Вначале, конечно, у меня там слезы, да. Потом все равно я не паникуя шла и нашла садик, очень хороший садик на Билибино, в поселке геологов, 20-й садик. И ее взяли, и она очень хорошо, замечательно ходила прямо до 7 лет в этот садик. И видя, что как вот ей комфортно там, и все вопросы отпали, можно сказать. Я вот знаю, какая активная жизнь у Аизы. Когда вот ее статусы смотрю, то она стреляет, то она танцует, то она что-то делает, то она, то ЛФК проводит, да, вот видео было. Я вижу, что жизнь очень насыщенная. Это надо быть в ресурсе. Женщина должна быть в ресурсе, чтобы помогать своему ребенку. Если она истощена, то и домашний тоже истощается, и ребенок истощается, он все это чувствует. Поэтому, чтобы насытить себя, быть в ресурсе, надо... И вот когда мы осенью с Люцией тоже разговаривали, она говорит, я же женщина, да? Если женщина счастлива, то значит счастлив ребенок, счастлив муж, счастлива семья. И сегодня в гостях у нас были счастливые женщины. Люция, Анисия, Аиза. Девушки, я желаю вам спокойствие, чтобы у вас баланс был и гармония в душе, и тогда все будут счастливы, все, кто рядом с вами. Спасибо, что вы согласились прийти. Спасибо, что там предоставили эфир. Очень быстро время прошло. Конечно, родительский клуб нужен мамам. Обязательно нужен. До свидания, дорогие зрители, слушатели. Ждем вас в родительский клуб, если это действительно тема актуальная, полезная. Спасибо, что с нами.